В рамках протокольной встречи Махмуд Али Калиматов ознакомил Сергея Назарова с задачами, которые требуют особого внимания. В актуальной повестке региона сегодня значатся вопросы, касающиеся развития туризма, создания эффективно работающей системы ЖКХ, исполнения мероприятий пилотной программы устойчивого экономического развития предприятий, энергетики и ЖКХ. Сергей Назаров отметил, что пилотную программу, которая уже реализуется в 3 регионах России, необходимо довести до конечного результата. Состояние вообще-то жилищно-коммунального хозяйства особо важное, потому что мы оплату коммунальных платежей, больницы, школы, мы довели это до 100% и больше. Для нас очень важно это. Мы стараемся. У нас есть обращение еще субъектов включиться в эту программу. У нас решение пока по 3. Честно говоря, у нас большое желание, чтобы мы совместными усилиями довели это действительно до такого хорошего результата, до стандарта, с учетом того, что там и программный продукт, мы сейчас обсудим, который позволяет там базу анализировать. Сейчас, соответственно, и оставшиеся субъекты тоже выступают с такой инициативой. Более того, даже не только субъекты из КФО. То есть и другие, можно мы тоже туда подключимся, потому что проблема действительно, она сложная и многолетняя проблема. После протокольной встречи прошло расширенное заседание с правительством, главами муниципалитетов, руководителями судебных приставов и специалистами энергетики и ЖКХ. Особое внимание было уделено вопросам устранения всех проблемных ситуаций, которые негативно влияют на развитие предприятий, энергетики и ЖКХ. У нас получается результаты таковы, что, по сути дела, те целевые показатели, которые есть, они у нас с отставанием идут. Если у нас план был на 2024 год по собираемости 77%, то по факту по воде он составил 46%. Мы накапливаем эти долги, как их взыскивать потом, я не очень понимаю, а это источник, который фактически заложен в тарифах на всю модернизацию системы водоснабжения в рамках инвестиционных и производственных программ, которые выполнить будет просто невозможно. Мы уже обсуждали не раз эту проблему, что нам нужно здесь принять какие-то, будем так говорить, какие-то нетривиальные меры для того, чтобы начать повышать уровень дисциплины, формировать эту, будем так говорить, привычку, что люди должны платить и взамен, конечно, им предоставлять качественную услугу. Махмуд Али Калиматов поддержал инициативу Сергея Назарова и поручил всем ответственным органам совместно работать над совершенствованием платежной дисциплины населения. Глава Ингушетии подчеркнул, что без согласованных усилий реализовать пилотный проект будет сложно. Он отметил, что без поступления средств в полном объеме от абонентов невозможно будет обслуживать сети газа, электро и водоснабжения. В свою очередь он поручил повысить качество коммунальных услуг, чтобы жители республики понимали, за что они платят. Давайте населенный пункт. Где самое плохое? Вот где у вас не платят? Вы можете подойти. А знаете, почему не платят? Потому что оголенные провода, значит, как только первые капли дождя, уже света нет. Вы уж говорите об этом. И посмотрите, и сопоставьте, где у вас качественные есть оборудование, трансформаторы. И разбейте их. Скажите, вот, товарищи, мы вам все сделали здесь, у вас и трансформатор, и провода, и все нормально. Давайте двустороннее будет это движение-то. Успешная реализация предложенных мероприятий может не только улучшить качество жизни населения республики, но и создать основу для дальнейшего экономического роста региона. Таким образом, совместные усилия всех заинтересованных сторон позволят добиться положительных изменений в сфере энергетики и ЖКХ, что в конечном итоге скажется на благосостоянии населения Ингушетии. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.